Неделя позади, сейчас самое время разобраться, что действительно было важным среди потока новостей. Вместе с коллегами итоги 7 дней буду подводить я, Артур Шамсудинов, и вот основные темы выпуска. Новый этап продвижения республики. Мы сделали достаточно большие бюджетные инвестиции в какие-то наши историко-культурные места. Для чего в Башкортостан приехал целый десант блогеров с многомиллионной аудиторией. С удовольствием посмотрели Уфу. Я была в восторге от горы Таратау, от гостеприимства. И рекомендую абсолютно каждому обязательно посетить этот край. Контракт без долгосрочных обязательств. Специалисты, инструктора все ждут. Ребята придут уже на сформированную почву. В Башкортостане создают новый батальон беспилотных систем. В чем его преимущество и какие привилегии ждут тех, кто вступит в ряды подразделения? То есть одно, когда ты с автоматом видишь противника, а другое, когда ты сидишь в некотором отдалении и также поражаешь противника. Бизнес под ударом. Это нарушение бизнес-процессов, соответственно, потому что мы потеряли большой канал продаж. Что делать продавцам маркетплейсов, которые потеряли свой товар в результате террористических атак на склады по всей стране? Юристы советуют не ждать решения компании маркетплейса, а действовать сразу. Вопросы на $100 миллионов. У нас есть большие предприниматели, которые уже осуществляют инвестиционные проекты. Расскажем о ключевых проектах с Узбекистаном по итогам совместного форума, который прошел в Уфе. Выйти на новый уровень – основная задача Башкирско-узбекского бизнес-форума. Но начнем с чрезвычайных происшествий. Сегодня была совершена очередная террористическая атака на предприятие Уфы. Беспилотники сбиты, один БПЛА попал в строящийся дом в Демском районе столицы, где задел башенный кран и упал на кровлю. Возникло возгорание, которое экстренные службы оперативно ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Соглашение почти на $100 миллионов подписано в рамках Башкирско-узбекского бизнес-форума, прошедшего в Уфе. С обеих сторон участвовало более 200 предпринимателей. И это не просто обмен протоколами о намерениях. За цифрами стоит выстроенная годами логика экономического партнерства. Взаимная торговля увеличивается 5-й год подряд, и нынешний форум стал своего рода очередной точкой отсчета. Здесь заключали конкретные контракты и распределяли площадки под новые производства, а это, в свою очередь, дополнительные рабочие места и поступления в бюджет региона. Азат Садреев расскажет, почему именно сейчас сотрудничество выходит на качественно новый уровень. К башкирскому гостеприимству бизнесмены Узбекистана уже привыкли. В Уфе они бывали, но такой широкой отраслевой делегацией приехали впервые. В ее состав вошли ключевые компании легкой, пищевой, химической, автомобильной, мебельной промышленности, строительной отрасли, медицины, сферы IT и цифровых услуг. Для меня большая честь выступить сегодня в Уфе, в городе, который в Узбекистане знает как один из индустриальных центров России. Позвольте от имени Торгово-промышленной палаты и делового сообщества Узбекистана поблагодарить руководство Республики Башкортостан. К нам в республику прибыла многоотраслевая делегация, более 120 компаний из разных секторов экономики. Она такая обширная, наверное, впервые. Планируем сегодня и подписывать соглашение. И самое главное для нас, конечно, чтобы бизнес пообщался. Пообщаться удалось в рамках переговоров в формате B2B, которые стали центральным элементом деловой программы. Предприниматели обсудили конкретные проекты и нашли новых бизнес-партнеров. Мы постарались подобрать под каждую B2B встречу как раз наше предприятие. Здесь крупные предприятия, как текстильной, мебельной, химической промышленности, здравоохранение, IT-направление, то есть такая большая сфера. Мы, на экспорт уже, работу ведем. Саудовская Аравия, Персидский залив, уже фактически мы там работаем. Иран тоже отправили мы там.
Но реально фактически вот Узбекистан, Казахстан, я думаю, заинтересуется. В настоящее время мы сейчас уже подготовили 50-100 тонн чисто липового меда. За последние годы Башкортостан и Узбекистан накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи с регионами-партнерами. Действуют прямые соглашения с Ташкентской, Бухарской, Наманганской, Ферганской областями и Каракалпакстаном. С 2024 года реализуется дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества, а взаимная торговля растет 5-й год подряд. Ушедшие европейские товары до сих пор еще не все ниши заняты. И чем больше товаров наших партнеров, наших друзей появится в Башкортостане, они увидят спрос. И, конечно же, для нас ключевая задача – это потом создание их производства на территории Башкортостана. Не просто хранение и продажа в наших сетях, но и, конечно же, создание новых рабочих мест, налоговых, передача компетенций. Мы уже тесно работаем с здешней торгово-промышленной палатой, с торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан. У нас есть большие предприниматели, которые уже осуществляют инвестиционные проекты. И пример таких предпринимателей наших вдохновляет других наших тоже предпринимателей инвестировать сюда, конечно же. Перспективы сотрудничества выглядят многообещающе. Стороны намерены не только развивать уже намеченные проекты, но и расширять взаимодействие в новых сферах, в том числе в гостиничном бизнесе, производстве бытовой техники и других направлениях. Мы заключили меморандум, заключили договора. Нам выделено 10 гектаров земли в Стерлитамакском районе, свободной экономической зоне. То есть мы собираемся там строить завод производства холодильников. Проект наш в данный момент на 20 миллионов. У нас уже проект началось, выделена земля, то есть проекты и финансовая готовность уже у нас в процессе идет. Эксперты отмечают, что подобные форумы играют ключевую роль в развитии межрегиональной и межгосударственной экономики. Они позволяют не только находить новых партнеров, но и выстраивать устойчивые цепочки поставок, запускать совместное производство и оптимизировать логистические маршруты. Содействуют этому торгово-промышленные палаты обеих республик. Деловые отношения между Узбекистаном и Башкортостаном развиваются уже не первый год. Партнеры совместно реализуют десятки крупных проектов. Однако потенциал гораздо выше. Выйти на новый уровень – основная задача Башкирско-узбекского бизнес-форума. В декабре прошлого года Ради Хабиров в составе российской правительственной делегации посетил Узбекистан с рабочим визитом. Глава Башкортостана встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Итогом стали подписанные соглашения о совместных проектах в области высокотехнологичного производства, легкой промышленности, сельского хозяйства, а также науки и культуры. В присутствии вице-премьера правительства России Дениса Мантурова стороны также договорились активнее взаимодействовать в промышленной кооперации, чтобы увеличить взаимный товарооборот. Задача, наверное, чтобы наши крупные предприятия начали более активно входить, потому что Узбекистан все-таки интересует такие технологичные предприятия с высокими инновационными возможностями, интересует наши компетенции в области обрабатывающей промышленности, поэтому вот акцент на это был. По итогам Башкирско-узбекского бизнес-форума в Уфе стороны зафиксировали ряд значимых договоренностей. В частности, достигнуто соглашение об открытии в Уфе торгового дома Узбекистана, а общий кейс подписанных контрактов составил почти $100 миллионов. Также под контролем главы Башкортостана Ради Хабирова в стадии реализации находится 10 крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе создание Башкирско-узбекского технопарка Бекабад в Ташкентской области. Он станет центром технологической кооперации двух республик. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. В Башкортостане открыт набор в новый именной батальон беспилотных систем. Решение о его формировании было поддержано главой республики, который подчеркнул особый статус войск БПЛА как элиты вооруженных сил России. Подать заявку могут мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Контракт заключается строго на 1 год с правом последующего увольнения. И такой формат дает возможность попробовать себя в службе без долгосрочных обязательств. Кто захочет остаться, пожалуйста, можно подписать новый контракт, ну а кто нет, возврат на гражданку со всеми причитающимися льготами и госнаградами. Подробнее о преимуществах службы в батальоне имени Мусы Гареева и требованиях к кандидатам в следующем материале. То есть одно, когда ты с автоматом вот видишь противника, а другой, когда сидишь в некотором отдалении и также поражаешь противника. Просто могу привести пример, когда одна FPI-шка со снарядом определенного рода
может спокойно поразить танк. Вот так, находясь в десятках километрах от линии фронта, бойцы успешно ликвидируют цели. Беспилотники уже давно перевернули привычную картину боя. Работа на удаленке сейчас гораздо эффективнее прямого столкновения, поэтому и перечень задач весьма широкий. Перед нами ставятся задачи по обнаружению противника, это разведка, потом по выявлению огневых точек, также точек размещения БПЛА противников. Ну и поддержание, скажем так, при наступлении заходит пехоты, мотострелков, корректировка их действий, сверху. Глава республики неоднократно подчеркивал, что сегодняшние бои на СВО – это во многом война технологий. В послании Госсобранию он поставил задачу увеличить поставки БПЛА бойцам. В регионе создан Центр подготовки операторов дронов, а теперь новый шаг – формирование собственного батальона войск беспилотных систем. Символично подразделение будет носить имя летчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Мы начинали совершенно по-другому воевать в начале специальной военной операции. Был определенный скепсис, у некоторых специалистов, так скажем, которые называли это все игрушками. В итоге эти игрушки захватили поле боя. Это знаково на самом деле, то, что нашей республике доверено формировать такой именной батальон. Это, скажем так, развяжет руки, даст большие возможности руководству республики в поддержке его. И именно в целевой поддержке этого батальона. Курирует создание нового батальона Герой России Тельман Уралбаев. Золотую звезду офицер получил за освобождение города Красноармейска в ДНР. На неделе за боевые заслуги и личное мужество Радий Хабиров вручил ему медаль генерала Шеймуратова. Тельман Уралбаев сейчас возглавляет дивизию беспилотных систем, в структуре которой будет работать новый батальон. Все готово. Проживание, питание, обучение трехмесячное. Все готово. Специалисты, инструктора все ждут. Ребята придут уже на сформированную почву. Я хочу поблагодарить республику за воспитание такого народа, который предан своей стране, своему народу. Важно, что на новое подразделение будут распространяться все выплаты, которые предусмотрены для военнослужащих по контракту. Служить в именном батальоне смогут мужчины от 18 до 35 лет. При этом опыт не обязателен. В штабе, где идет набор, говорят о возможности выбора. Вместо срочной службы можно подписать контракт со всеми причитающимися преимуществами. Ветеранское удостоверение, госнаграды и карьерные перспективы на гражданке. Специальный контракт подписывает, с этого момента начинается у него 2-3 месяца обучения, у него практика, теория. После этого получает документ, удостоверение, пилотное удостоверение. И после этого только они выходят на боевые задачи. Они, естественно, не на первой линии, они в тылу, они работают дистанционно все, они профессионалы. Ограничение до 35 вызвано физиологическими особенностями, говорят в штабе набора. У молодых людей лучше моторика пальцев. Это тот случай, когда любовь к компьютерным играм будет преимуществом на службе в новом батальоне. Мне интересно было поражать цели наземные. Сейчас я работаю по воздушным целям. Это как в игре. Играешь, и интересно. И дальше, и... как-то так. Штаб набора в подразделение расположен в Уфе на улице Октябрьской революции 3. Всю необходимую информацию можно уточнить по контактному телефону. Здесь отмечают, это не просто возможность служить в элитном подразделении. Создаваемый в Башкортостане батальон – первый именной в стране, посвященный беспилотному профилю. Айнур Гибадуллин, Артур Шамсудинов и Булат Закирьянов. Итоги недели. На неделе дроны ВСУ продолжили атаку логистических центров одного из маркетплейсов в разных регионах страны. Эхо этих ударов хорошо ощутили на себе продавцы из Башкортостана. Предприниматели несут серьезные убытки из-за утраты товара. Представители торговой площадки компенсируют потери в виде добровольных выплат, правда, этих денежных средств, разумеется, недостаточно для возмещения. Что рекомендуют делать продавцам в этой обстановке, расскажет Даниил Байков.
Последовательно и строго по контуру. Из малых кусков джута швеи создают корзины как малых, так и больших размеров. Производство организовала Ирина Игнатьева вместе с супругом. Начинала шить у себя дома. Затем нашла помещение, наняла сотрудниц, и дела пошли в гору. Продукцией заинтересовались федеральные сети по продаже косметики. Но темные времена настали у Игнатьевых после уничтожения товаров на складе маркетплейса в Электростале. Ущерб около 1 миллиона рублей. Ситуация сказалась и на производстве. Часть швей отправили в отгулы, организовали посменную работу. Маркетплейс выплатил пока 80 тысяч рублей в виде добровольной материальной помощи. Конечно, она не покрывает то, что пострадали, потому что это как бы недозаработанная прибыль, это нарушение бизнес-процесса, соответственно, потому что мы потеряли большой канал продаж, и получилось, что совпали периоды закрытия квартала, нужно платить зарплаты, нужно платить налоги, продажи сильно у нас подрезались. Ситуация осложнилась и тем, что 7 июля Marketplace изменил оферту. Компания отнесла атаки БПЛА к форс-мажору и формально не обязана компенсировать продавцам сгоревший товар. Предпринимателям рекомендуют сразу же фиксировать на фото и документально размеры ущерба. Юристы советуют не ждать решения компании Marketplace, а действовать сразу, твердо отстаивать свою позицию. И тогда шанс возместить финансовую утрату имущества может возрасти. Эксперты призывают обращать внимание и на то, как компании организуют охрану и безопасность логистических комплексов от ударов. В частности, иметь сведения от МЧС России по вопросу соблюдения маркетплейсом правил пожарной и антитеррористической безопасности на складе, где произошло ЧП. Шансы на победу в суде у селлеров могут быть в случае, если они скрупулезно вели учет своего товара, имеют документы и сведения, подтверждающие происхождение продукции и стоимость. Безусловно, судебная защита является эффективным способом защиты своих прав, и в случае, если продавцы не согласны с выплатами, например, которые предлагает Marketplace, либо считают, что Marketplace злоупотребляет своими правами, необходимо обращаться в судебные органы для эффективной защиты. Предположительно, наверное, к 2027 году только мы получим устойчивую практику, которая расставит немножко все точки над «и» и сформулирует более конкретные точные рекомендации для продавцов. Уничтожение складов несет и серьезные экономические последствия. По мнению экспертов, многие продавцы заинтересовались вопросом страхования имущества, которое может ударить по кошельку покупателям. Правда, она не под силу всем селлерам. Уничтоженные товары, безусловно, приводят к определенным банкротствам наших предпринимателей. Маркетплейсы начали процесс вывода своих складских помещений за рубеж, то есть на территорию соседних стран. Это тоже удорожает, и, соответственно, со страховкой это достаточно серьезно может повлечь рост цен на все практически всю номенклатуру. Необходимо, безусловно, защищать от атак БПЛА свои объекты. Такая возможность сегодня нашим правительством Российской Федерации предоставлена. В связи с атаками на складские помещения маркетплейсы поменяли свою политику. Одна крупнейшая площадка с 1 августа автоматически включила селлерам страхование от БПЛА. Другая компания ввела риски от ударов дронов в страховку заказанных товаров с максимальным размером компенсации 50 тысяч рублей за продукт. Между тем, чиновники федерального Минэкономразвития прорабатывают вопрос о помощи предпринимателям, которые пострадали от атак, с целью и дальше бесперебойно обеспечивать товарами жителей страны. Даниил Байков, Артур Ханов, Владислав Минязев. Итоги недели. Ежегодно во второе воскресенье августа отмечают День строителя. История праздника берет свое начало еще в СССР. По одной из версий, в 50-е годы Никита Хрущев был так поражен масштабами и темпами возведения Куйбышевской ГЭС на Волге, что решил отдельно отметить труд работников строительной отрасли. Сегодня эта сфера – одно из ключевых направлений развития Башкортостана. В Приволжском федеральном округе по объемам жилищного строительства республика занимает второе место и стабильно входит в десятку ведущих регионов России по объемам выполненных работ. В этом убедилась и Анна Морозова. Вместо тесной квартиры – огромный дом. Раньше о таком можно было только мечтать, говорит ветеран СВО Александр Гришин. Ключи от нового жилья в Иглинском районе многодетная семья получила в качестве меры поддержки. Выделили деньги для приобретения своей мечты, так скажем, для нашей семьи. Дом это будет, как говорится, очагом. Хочу выразить благодарность нашему государству, непосредственно Республике Башкирия, Минстрою,
земельным и имущественным отношениям администрации Республики Башкортостан за такую помощь, за такую поддержку. За 6 лет госпрограммы жилищные условия в Башкортостане улучшили более 500 многодетных семей. И, конечно, во многом это еще и заслуга строителей. Лучших в своей профессии отметили на торжественной церемонии в Уфе. Флюза Ирумухаметова уже почти 30 лет работает машинистом башенного крана. В профессию пришла по зову сердца и ни разу не пожалела о своем выборе. Я люблю свою работу, люблю высоту, люблю вот эту атмосферу строительства. Много интересных случаев происходит, много эмоций. И, наверное, нигде виды таких нету, как виды с башенного крана, с высоты. Быть на высоте в строительной отрасли республике помогают собственные производства стройматериалов. 200 предприятий выпускают все необходимое, но главное богатство отрасли – это грамотные специалисты. В традициях стройкомплекса республики – преемственность поколений. Сейчас такие современные технологии, что даже не успеваешь за ними проследить, потому что новое все изменилось, ускорилось, инструменты новые появились, монтажные приспособления, такие, которые раньше у нас не было. Мы гидровышки использовали, а сейчас пикамиски используем. Вообще удивительно, пошло строительство быстро. Идет еще материал такой, облегченный применяется. Сегодня Башкортостан – один из лидеров России по темпам строительного развития. А сам стройкомплекс – одна из ключевых отраслей экономики, в которой трудится более 100 тысяч человек. Объем работ по итогам 2025 года составил 440 миллиардов рублей. Башкортостан входит в десятку регионов лидеров по объему строительства. Ежегодно мы вводим более 3 миллионов квадратных метров. Обеспеченность жильем в республике превысила среднероссийский показатель. И сегодня это больше 31 квадратного метра на человека. Сегодня строительный комплекс выходит на качественно новый уровень благодаря системной цифровизации и модернизации производственной базы. Только в прошлом году в республике введены 14 крупных социальных объектов, включая современные школы, поликлиники, хирургический корпус республиканского кардиоцентра, дома культуры и спортивные сооружения. Так, в минувший день физкультурника в Аургазинском районе состоялось открытие многофункционального стадиона «Аургазе-арена». Возвести его удалось благодаря победам местной футбольной команды и при поддержке главы республики. Современный спортивный объект. Наши дети с большим удовольствием ходили все вокруг, пока еще не открывалось, пока шло строительство. Зрители приходили, смотрели за ходом строительства. И вот сегодня можно сказать, что с сегодняшнего дня официальное открытие. И здесь будут заниматься наши жители, наши спортсмены, наши подрастающие поколения, наши ветераны, наши волонтеры с 60+. Такой комплексный подход позволяет создавать полноценную городскую среду, а не отдельные жилые кварталы. И мы нисколько не отстаем от соседей. И даже многие организации, многие люди, которые приезжают в Уфу, даже ближайшего Челябинска, даже из Казани говорят, что Уфа меняется с каждым днем. Только в 2025-м жилищные условия улучшили 117 тысяч семей. Государственную поддержку получили более 6 тысяч жителей льготных категорий. С 2019-го из аварийного жилья переселили около 13 тысяч человек. Новые горизонты для строителей открывает и механизм комплексного развития территорий. В 11 муниципалитетах республики заключено 47 договоров с потенциалом на почти 5 миллионов квадратных метров жилья. Столица Башкортостана расширяет географию в сторону Забелья и Зауфимья. Словно грибы после дождя, многоэтажки появляются и в других городах региона. Сейчас сдаем 9-этажный дом в Октябрьском 38-м микрорайоне, в 84-м доме, 6-подъездный. Уже заключаемся, последние подъезды сдаем. Уже полгорода почти строили, уже всех не запомнишь. Поводом для учреждения праздника стал послевоенный строительный бум. Тогда страна активно восстанавливала разрушенные города, возводила заводы, электростанции и жилые дома. В честь юбилейной даты 70-летия мастеров своего дела чествовали и в столице нашей Родины. Мы, все строители России, приехали в Лужники, в Москву для того, чтобы собраться вместе
рассказать о своих заслугах, о том, что было сделано, поздравить, чествовать. Мы приехали большой делегацией, это наши ветераны, сотрудники строительного комплекса, наши руководители. Есть такая хорошая присказка: Бог создал землю, а все остальное создали строители. Поэтому мы вас очень любим, ценим за то, что каждый день вы делаете для развития нашей республики. Башкирские строители трудятся и за тысячи километров от дома. Восстанавливают школы, больницы, жилые дома в подшефном красном луче Луганской Народной Республики. Не боятся новых вызовов и уверенно смотрят в будущее. За 70 лет отрасль выстроила крепкий фундамент, на котором сейчас создается будущее Башкортостана и всей страны. Анна Морозова, Азат Садреев, Даниль Байков, Азат Ишбулатов и Анас Валиулин. Итоги недели. В Башкортостане делают ставку и на развитие туристической отрасли, и диалог с теми, кто продвигает регион, становится частью системной работы. Ради Хабиров встретился с профильными блогерами, миллионниками и предпринимателями, чтобы наметить способы повышения узнаваемости республики. Благо, у нас есть что показать и где отдохнуть. О ключевых предложениях, идеях и планах в репортаже далее. От первобытных пещер до доисторических шиханов Башкортостан безграничен в своей красоте и самобытности. И чтобы люди, будь то местные жители или гости из других регионов, могли узнать республику лучше, власти вкладывают немалые деньги в развитие достопримечательностей. Мы сделали достаточно большие бюджетные инвестиции в какие-то наши историко-культурные места. Благодаря поэтому появились очень интересные туристические места, как Воскресенская, Верхотор, Салават-Ере, пещера Шульганташ и многие-многие другие. Потому что на самом деле у нас были некоторые туристические объекты, к которым и доехать невозможно, дорог не было. Как та же история с туристическим местом для нас очень важным, как родина Салават Юлаева, деревня Текеева. Вот. И мы достаточно эти годы много вносили именно бюджетные инвестиции для того, чтобы создавать туристическую инфраструктуру. В этой части бизнес активно вовлекается в работу. Предприниматели открывают глэмпинги, кемпинги, в придорожном сервисе вводятся новые объекты. Привлечение инвестиций в отрасль должно быть постоянным, чтобы выдерживать конкуренцию с другими регионами. При этом важен и грамотный маркетинг для раскрутки республики не только в России, но и за рубежом. С нами приехало порядка 10 блогеров, у них общее количество подписчиков более 10 миллионов. Мы просто показываем им, и они у себя в блоге реагируют на то, что они увидели. Вот сегодня они были на Торатау, и эмоций было куча позитивных. И в этом-то и состоит смысл блога, что это не отредактированная, не цензурированная информация. Вот сегодня вот эти блогеры, которые к нам приезжали, они передали очень много позитива в Башкортостане. В числе таких гостей успешный бьюти-блогер с многомиллионной аудиторией Мила Клименко, создатель бренда косметики и звездный визажист, привыкший создавать красоту, в восторге от Башкортостана. С удовольствием посмотрели Уфу, я была в восторге от горы Торатау, от гостеприимства, и рекомендую абсолютно каждому обязательно посетить этот край, потому что культура, традиции, все это впечатляет, и об этом должны знать больше. Ваш глава просто потрясающий, это настолько открытый человек, вы в надежных руках. Другой блогер-миллионник, наш земляк Рустам Набиев, поднял важную тему – доступную среду. Буквально недавно он вернулся с Эвереста, который покорил на одних руках. Но вот в обычной жизни преодолевать тяжелые препятствия для людей с ограниченными возможностями ни к чему, считает он. Понятно, что в моих путешествиях доступная среда не нужна, но не всегда же охота на руках везде лазить, подниматься, иногда охота просто комфортно путешествовать. Поэтому, конечно же, очень хотелось бы, чтобы наша республика в этом плане была доступной. Тем более, все мы прекрасно понимаем, что люди с инвалидностью ежегодно, их становится все больше. Башкортостан сейчас в первой десятке рейтинга туристической привлекательности России. По итогам прошлого года он получил признание и как регион событийного туризма. Новые коллаборации возникают и благодаря программе «Башкирское долголетие». Те туристы, например, те наши серебряного возраста туристы, которые проехали по этим турам, они узнают в знакомых местах очень много нового. А те ребята, которые работают, те предприниматели, которые работают в рамках «Башкирского долголетия», открывают новые ресурсы в нашем регионе. Турпоток в Башкортостан в прошлом году увеличился более чем на 8% и достиг 2,5 миллионов человек. Тем не менее, это далеко не предел, считают эксперты. Как отметил глава республики Ради Хабиров, укрепляя сферу гостеприимства, власти делают сильнее и экономику региона в целом.
Башкортостан также стал площадкой проведения федеральной программы «Лидерство в медицине». Проект призван готовить новое поколение управленцев для сферы здравоохранения. В нем принимают участие 90 сильнейших руководителей со всей страны. Это третий образовательный модуль. Первые два проходили в других регионах. То, что Башкортостан стал одной из площадок, не иначе как признание высоких компетенций республики. Тут действительно есть передовой опыт. Более подробно о нем и практиках, которые вызвали наибольший интерес, расскажет Динара Таймасханова. Двухлетний Динар рос обычным ребенком, но этим летом мама забила тревогу. Малыш начал странно кашлять, шататься при ходьбе и почти перестал говорить. Для семьи прозвучал тяжелый диагноз. В 4-м желудочке мозга выросла большая опухоль. Именно там находятся центры, управляющие дыханием и сердцебиением. Опухоль располагалась в 4-м желудочке. Это та структура мозга, где располагаются самые важные центры. Туда же относятся центры, которые контролируют дыхание, сердцебиение, черепно-мозговые нервы. Врачи Республиканской детской клинической больницы провели сложнейшую операцию. Ребенку установили шунт, чтобы снять давление жидкости на мозг. А когда состояние стабилизировалось, провели вмешательство под микроскопом. Сейчас Динар уже улыбается, ест и говорит. Он идет на поправку. Я очень благодарна врачам. Это просто не описать. Он у меня месяц вообще не кушал. Он перестал есть. Он отказался от всего любимого, он перестал говорить. То есть он просто как будто не он был, а сейчас вот будто вернулся мой ребенок. В том числе благодаря таким операциям Башкортостан стал площадкой для модуля федеральной программы «Лидерство в медицине». В Уфу приехали 90 руководителей медицинских организаций со всей страны. Их отобрали из более чем 1300 заявок. Это будущие региональные министры и главные врачи крупнейших центров. И первая точка, которую увидели гости – новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Интересный проект. Для меня, в принципе, в новинку. Мы смотрим разные регионы, различные практики, делимся своими экспертными мнениями, поэтому проект мне очень нравится, и мы можем посмотреть. Вот сейчас мы наблюдаем, кардиоцентр в Башкортостане. Я приятно удивлена даже сейчас. Старт модулю дал глава республики Ради Хабиров. Гостям предстояло за 3 дня изучить лучшие проекты башкирского здравоохранения. А они есть. На федеральной платформе представлены 24 практики, рожденные в Башкортостане. Если говорить, например, о первичной медицине, это, конечно, система ФАПов. У нас самая большая в стране количество ФАПов, более 2000. Причем мы уделяем самое серьезное внимание обновлению ФАПов. Мы уделяем серьезное внимание техническому оснащению. Мы все ФАПы замкнули в единый цифровой контур. Это решает многие проблемы для того, чтобы облегчить для наших пациентов все условия. Это программа наших поездов, региональных поездов здоровья. То есть задача какая? Мы максимально приближаем медицину к людям. Модуль «Лидерство в медицине» реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Курируется Минздравом России. Гости ознакомились с работой Республиканской детской клинической больницы и посетили станцию переливания крови, где производят уникальную лиофилизированную плазму. Была в вашей станции переливания крови. Я хочу сказать, что это не только мое мнение, но и моих коллег. Абсолютно передовой, выдающийся опыт, пассионарный руководитель, и внедрены технологии, практики, производства даже медицинской продукции, чего нет в другой регион. Ну, конечно, только перенимать. РКБ имени Куватова тоже стала одной из площадок модуля. Обсуждали цифровизацию, маршрутизацию пациентов и подготовку кадров. Особо отметили башкирский проект «Цифровой ФАП». Фельдшер может в онлайн-режиме открыть больничный или выписать рецепт. И немаловажное – проконсультироваться с врачами с помощью телемедицины. Задача сократить клиентский маршрут, когда от момента постановки диагноза до момента высокотехнологичной операции проходит наименьшее количество времени. Это важно, и цифровые помощники, цифровые инструменты здесь помогают. Очень интересен опыт по централизации работы ряда служб, очень интересен опыт по внедрению системы менеджмента качества, поэтому мы не только приехали рассказать о том, что у нас получается, но и познакомиться на месте с работой ваших
медицинских учреждений. Участники модуля для изучения практик посетили Чешминский район и Бирск. Работа в муниципалитетах имеет свои особенности. В медицине важно ведь не только построить стены, но еще и организовать процесс так, чтобы каждый пациент чувствовал себя комфортно в руках специалистов в белых халатах. Динара Таймасханова. Итоги недели. Уборка озимых культур в Башкортостане выходит на финишную прямую. И этот этап страды заслуживает особого внимания. Аграрии намолотили уже свыше 800 тысяч тонн зерна. Помимо традиционных ржи и пшеницы, хлеборобы активно убирают зернобобовые и масличные культуры. Такой диверсифицированный подход говорит о стремлении хозяйств не только закрыть базовые потребности, но и нарастить экспортный потенциал. О том, как проходит этот важнейший для села период, какие решения помогают аграриям справляться с трудностями, расскажет мой коллега Руслан Батыргареев. Сразу 8 комбайнов сконцентрированы в одной локации. Пока стоит благоприятная погода, задача обмолотить как можно больше гектаров. За рулем одной из сельхозмашин стерлитамакский передовик Сергей Корчажников. Несколько лет подряд механизатор добивается лучшего результата в районе по намолоту зерна. Отдавать первенство не собирается. В этом году приступили мы раньше, чем обычно. Где-то 14 июля мы уже вышли в поле. Пока погода стоит, мы берем свое, как говорится. Техника у нас новая в этом году. В том году получил новый, в этом году опять новый получил. Не ломаемся, хорошо идем, работаем. Это поле озимой пшеницы данной культуре в хозяйстве «Дружба» уделяет особое внимание. Всего же у сельхозпредприятий около 12 тысяч гектаров пашни. Здесь специализируются на выращивании зерновых и масличных культур. С переработкой и хранением проблем не возникает. Мощности хозяйства позволяют принять весь урожай. Возможности большие у нас. Мы можем принять зерно 200 тонн. Сейчас у нас 2 агрегата МУС-16, сортировальные агрегаты, и 1 сушилка. Она спокойно работает. Сколько мы, намолачиваем в день, за сутки, и столько мы можем просушить, просортировать можем. К уборке в Стерлитамакском районе приступили в середине июля, пока средняя урожайность зерновых порядка 40 центнеров с гектара. На некоторых полях более 60. Каких-либо проблем, в том числе и с топливом, нет, говорят представители аграрного сектора. На сегодняшний день у нас работает 84 комбайна в районе. Убрано 32% зерновых и 83% озимого клина. Урожайность пока идет 42 центнера с гектара. В принципе, ни с топливом пока, ни с какими-то другими вопросами проблем нет. Нам нужна только погода. Сегодня на полях республики активно убирают озимые зерновые, горох, ячмень и овес. В текущем году аграриям предстоит собрать урожай с площади 1 миллион 245 тысяч гектаров. И это без учета технических культур. К середине недели 4 района республики по валовому намолоту перешагнули рубеж в 50 тысяч тонн зерна. Безоговорочными лидерами были стерлитамакские аграрии, превысив отметку в 75 тысяч тонн. Вслед за ними идут Аургазинский, Кармаскалинский и Чекмагушевский районы. Минсельхозреспублики на неделе завершил приемку материально-технической базы всех элеваторов. Участие принимали контрольно-надзорные органы, РЖД и все, кто имеет отношение к отгрузке зерна. На сегодня 34 республиканских элеватора и складских помещений позволяет единовременно хранить 4 миллиона 200 тысяч тонн. Это вполне достаточно с теми объемами, которыми мы сегодня работаем. Также готовится сегодня, в ремонте находятся 2 сахарных завода, суточная мощность 12 тысяч тонн. Ожидаем, что в конце августа 2 завода будут запущены. Средняя урожайность по озимым культурам порядка 38 центнеров с гектара. Это очень хороший результат. Обильные дожди во многом способствовали нормальному развитию растений. Однако из-за нестабильной погоды аграрии сталкиваются с некоторыми трудностями. Особенности этого года заключаются в том, что климатические условия мы все уже ощущаем на себе, что на сегодняшний день во многих районах переувлажнение наблюдается, а также идет вторичное вырастание сорняков, идет подгон, поэтому аграриям очень четко своевременно надо проводить уборочную страду, и получаются определенные трудности именно по качественному зерну. Погода и наличие горюче-смазочных материалов – сейчас это 2 главных вопроса, которые волнуют аграриев. Обеспеченность земледельцев топливом на этой неделе обсудили и во время оперативного совещания правительства Башкортостана. Власти региона продолжают держать на контроле поставки горючего хозяйствам республики. Руслан Батыргареев, Вахид Халимов и Рустам Галямов.
итоги недели. Такими были итоги недели. Я и мои коллеги продолжим следить за развитием событий и обязательно вам расскажем о самом важном в следующих выпусках. Ну а прямо сейчас авторская рубрика Руслана Шарафутдинова «Между нами». В ней он традиционно расскажет о ключевых событиях через призму личного мировосприятия. Оставайтесь на БСТ. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафутдинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Первая неделя августа выдалась богатой на события. Продолжаются массированные атаки дронов на Башкирию. Их волны накатываются практически уже через день. Понятно, что главная цель – башкирский нефтеперерабатывающий комплекс, ценнейший актив российской нефтянки. Он как кость в горле у противника, снабжая и военную, и мирную экономику всей страны. Силами Минобороны, служб безопасности предприятий и недавно созданного регионального Барса эти ожесточенные атаки отражаются. Производство Башнефти продолжает работать в полном объеме. От него во многом зависит и топливная ситуация в республике, которая за последнюю неделю заметно улучшилась. Ажиотажный спрос на АЗС в городах и районах, если и не спал совсем, то заметно снизился. Региональная власть работает в чрезвычайном режиме, чтобы держать под контролем и ситуацию с топливом, и с отражением угроз, прежде всего беспилотных. Очень вовремя, как мы видим, были приняты меры для создания регионального отряда «Барс» – боевого армейского резерва страны. Он принял боевое крещение еще в июне этого года и сегодня сбивает большую часть атакующих республику дронов. В это подразделение территориальной обороны собрали 300 человек личного состава с боевым опытом, в том числе ветеранов специальной военной операции. Боевая готовность постоянная, как и органов власти. Как ответ на вызов времени прозвучала новость о создании у нас еще одного именного добровольческого батальона, теперь уже беспилотного, самого высокотехнологичного и современного рода войск, который диктует сегодня условия на поле боя. Батальон будет носить имя нашего легендарного земляка, дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Мусы Гареева. А командовать этим подразделением башкирских «Соколов» Ради Хабиров предложил герою СВО Тельману Уралбаеву, комбату мотострелков, который получил звезду Героя России за взятие Красноармейска и которого многое связывает с Башкирией. От героев Советского Союза Минигали Шаймуратова и Мусы Гареева до героев России Александра Достовалова, Максима Серафимова и Тельмана Уралбаева. Такая вот преемственность. Наши павшие нас не оставят в беде, наши павшие как часовые. За 4 года Башкирия прошла путь от первых добровольческих батальонов до гвардейского мотострелкового полка «Башкортостан». И вот теперь пришел черед новой башкирской беспилотной кавалерии – дронщиков, как их уважительно именуют на фронте. Для этого у нас в Башкирии есть и кадры, и развитая промышленная база. Башкортостан – надежная опора фронту. Так было, так есть и так будет. Десятки тысяч наших бойцов сражаются на передовой, и не только в именных подразделениях. Сотни колонн гуманитарной помощи ушло на фронт, в новые регионы и наши приграничные пороховые. Региональные меры поддержки семей участников СВО и ветеранов в Башкирии беспрецедентные. По глубине, качеству и по объему поддержки специальной военной операции наш регион один из первых в стране. И дело здесь не столько в официальном рейтинге вовлеченности субъектов страны в тему СВО, где Башкирия в тройке лидеров, сколько в сути. И как сказал нам сам Тельман Уралбаев, он с энтузиазмом принял предложение Радия Хабирова возглавить беспилотный батальон, потому что увидел в нем настоящего лидера и решительного командира, увидел в нем отца республики, человека, который очень сильно переживает за свой народ и добивается, чтобы люди жили достойно. Это прямая цитата. Не считаясь с риском, Хабиров регулярно лично приезжает на фронт для общения с нашими земляками-бойцами на передовой, пропуская через себя их нужды и заботы. Один характерный пример. Если помните, ровно 3 года назад прогремела история, когда дезертир под Уфой угрожал всем гранатой, требуя встречи с главой региона. И хотя все силовики отговаривали Хабирова, он пошел с ним разговаривать 1 на 1.
один и без оружия. И обезоружил. И потом еще просил органы за этого бойца отнестись к нему с пониманием и снисхождением. Потому что для него этот человек с трагической судьбой прежде всего солдат. Сегодня и лично для Хабирова, и для всех нас нет важнее задачи, чем достижение победы. Для этого все ресурсы, силы и время. Все для победы. Это не только девиз послания главы республики Курултаю, это главный девиз сегодняшней жизни. И все послание было именно об этом. Сможем, выдержим, победим. Победим, если отложим в сторону все второстепенное, фальшивое и ненастоящее. И говорил это Хабиров с трибуны не просто как гражданский глава региона, а как настоящий командующий. И вся республика, как единая армия, у которой есть командир и четкие задачи по линиям и направлениям. Враг будет разбит, победа будет за нами, потому что за нами правда, и в ней сила. До свидания, дорогие друзья. С вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». С Днем строителя нас всех, ведь все мы немного строители. Берегите себя и своих близких, все будет хорошо.